Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала. С вами сегодня я, мама Гуля. У меня внуки поехали вчера к матери в гости на один день. Я их отпустила. Пусть побудут с мамой. Я, конечно, скучала, но пускай с мамой общаются. Мама исправляется, с мамой все хорошо. 1 числа она поедет на заработки на север. Пусть поболтают вместе. А ко мне приехала моя внучка. Самая младшая. Дочь Юли и Салавата. Здравствуйте, я Диана. Я приехала к маме. Ты ко мне в гости приехала? Да, Ой, ты соскучилась по мне? да. И я по тебе очень-очень соскучилась. Это Диана, дочка Салавата и Юлии. Сейчас мы поедем за братьями, забираем домой их, потому что к нам приехала Дианочка. Она какие цветы любит. Она любит цветы, поливает их. Ой, красивый цветок. Да? Тебе сколько лет, Казан? 6. 6? А когда у тебя день рождения? 13 августа. Правильно. Какая красивая бабочка. Были у нас страшные дожди. Все цветы помяли. Розы цветут. Тут разных цветов. Вот около дома, где ворота. Ай, моя Диана. Вчера я начала заготовки делать. Огурцы с помидорами закрыла. Сок делала яблочно-вишневый, натуральный, из соковарки. И маленькие банки делала, и большие. Поехали за внуками с Дианой. Мы почти в центре живем. Здесь парк наш, вы знаете. Там больница и дом культуры. Здесь Пятерка. Здесь улица Ленина. Наша самая длинная улица Ленина. Не очень далеко живут. Где-то километров 1,5, наверное, даже 1,5 нет, наверное. Ну, минут 5, наверное, я еду на машине. Это улица Мира. Улица очень широкая. Удобно ездить. Вон там лыжная база, куда мы ездили с внуками играть. Сейчас вот здесь живет Марина. Собака тут у них. Привет, Уля. А где брат? Что делаете? А, Лампочка.
Током сшиваешь, что ли? Я же выключила. Надо выключить там. Здесь кухня у них. Там спальня. Тут зал. Сваха отдыхает. Ага. Тюль поменяла она. Шторы тоже поменяла. Обои наклеила. Гардину поменяла. Собирала вишни. Пропарила. И теперь через сито протираю. Кладу тазик. С сахаром намешаю на 1 килограмм. Кило 300, можно кило 500, если кому надо, очень сладкий. Сахарного песка. И варю, пока не загустеет. Вчера варила я из яблок. Повидло. Повидло очень густая получается. Здесь я варю яблочный сок. Яблок много, вишни много. Вот. Это у меня соковарка. Я каждый год здесь, на этом соковарке, очень много готовлю. Сок получается концентрат. Сок надо будет разбавлять. Там много яблочного уксуса. Рекомендуется разбавлять. Здесь сейчас повидло буду готовить, вишневое. Что это у вас? Нам подарила мама игровую консоль. Как это играете? Что это такое, игровая консоль? Игровая консоль подключается к телефону, и через нее можно управлять персонажем. А это для здоровья не вредно? Нет. Я у своих подписчиков, знатоков спрошу. Они мне в комментариях ответят. Вы не сможете меня обмануть, старую. Вы еще не старая. Вы все делаете и делаете. На машине ездите, за всеми ухаживаете. Старые дома сидят. Старые дома сидят. Я тоже после работы дома сижу. Вы отдыхаете? Отдыхаю. Ладно. Объясни еще, что ты там хотел объяснить. Крепление для телефона к консоли. Вот так крепится. Вот. Сюда телефон. Поворачивается во все стороны. Еще вот это побольше получается. Если телефон слишком большой, можно вот так увеличить. К планшету тоже подойдет. У вас же планшет большой. Да, Тоже подойдет, да? да. Вот инструкция. Но она на английском. Вы же английский язык изучаете. Да, Кирилл, ты, наверное, можешь, Улан, да, я переводить? уже читал. Читал, да? Да, Все понял? да, Молодец. Ты брату объяснил? да, Он понял? да. Да. Или не понял? Понял. Вот зарядка, Угу. USB-порт. Вот так она включается. Зажимаем
снимаем домик и все включена. Подключение через Bluetooth. М. И что вы у меня постоянно будете вот на этом играть? Нет. Если будете постоянно сидеть играть, я ликвидирую. Вы меня знаете, да? Да. Я у вас и телефоны отбираю иногда, когда вы часто сидите там. Да? Да. А маме спасибо сказали? Да. Вы довольны, что съездили? Да. Хорошо. Мама вкусняшками кормила? Да. Ладно. Молодцы. Дети находились у матери всего один день. Марина очень сильно просила, чтобы я детей с ночевкой отпустила. Я не могла отказать. Она тоже мать, какая бы ни была. Я надеюсь, что она исправится. Детям тоже хорошо, наверное, приятно было общаться с матерью. Я им не запрещаю. Марина сама часто приходит. Детей я отпускала первый раз пока. Я надеюсь, все наладится. И мне тоже было очень скучно без них. Я привыкла к ним. Уже 7 лет они у меня воспитываются. Скучно было, действительно. Но, с одной стороны, мне было очень хорошо, что я свои дела делала с удовольствием, не отвлекалась. Захотела кушать, зашла покушала, опять вышла работать. Захотела чай пить, зашла чай попила, опять ушла. Захотела минут 15-20 полежала. А тут, когда дети, так не сделаешь. Без конца отвлекаешься, смотришь, что они делают. То один кушать захочет, то другой кушать захочет, то еще что-то. И проверяешь, не сидят ли они постоянно на телефоне. Вот так все время. А скоро сейчас школа начнется, я не знаю. Если опять дистанционное обучение будет, не знаю, что будет. Это очень тяжело. Дети, наверное, полноценные знания не могут получать, когда дистанционно учатся. Но мне тяжело было, очень даже тяжело было. Кирилл-то он сам все знает, понимает, а с Владиком мне пришлось сидеть за уроками, домашнее делать. Но ничего, отучились. Владик перешел в 4 класс, а Кирилл в 6. У них разница 2 года ровно. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Если что-то вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Если не понравилось, можете не ставить. Всем пока-пока. До следующих встреч.